Шарпей номер 16 открыл доклад пиар-директора сафари-парка Марии Королевы. С животными нужно быть аккуратнее, самое главное их, конечно, любить. Предлагаю вам тоже полюбить их, воочию увидеть всех животных, про которых я говорила, а также увидеть всех животных из мультика «Мадагаскар». У нас все они есть, и зебра, и жираф, и бегемот, Жужа, и кто еще там был, и лев. Царь зверь, как без царя зверей. Так что приглашаю вас в свой зоопарк. Работает он, не в свой, конечно, в наш зоопарк. Работает он круглогодично с 9 утра до 7 вечера. Так что всем удачной игры, спасибо за внимание. И помните, что нет плохих или хороших животных, есть отношение людей к ним. В общем, после живой разминки молниеносная жеребьевка и 11 пар бросились атаковать условного врага, сбрасывать накипевшее желание борьбы в котел страстей турнирной интриги. Согласно главному правилу, Шарпей — все без напряжения. Команде Очакова не повезло сразу. Нарвавшись на семикратных обладателей трофея телекомпании «Унисон», со счетом 1-2 благородно отскочили в нижнюю сетку. Ростелеком то же самое проделал с Кубанэнерго-2. Аналогично и в третьей игре «Бизнес-Юга» кубанская РТУ 2-1. Во втором туре включились все остальные. Почти всем, кто попадал на «Унисон», означало «не повезло». Ситро больно бьет Ростелеком 2-0. Такой же щелчок по носу получает Кубанэнерго-1 от «Бизнес-Юга». И завершила второй тур встреча Инстамейкер Вымпелком 0-2. Сегодня в клубе Каррера очередная встреча любителей шара и кия. Турнир «Шарпей» уже в течение 2 сезонов радует поклонников игры из числа журналистов и друзей этой игры. Наши встречи с недавних пор стали просветительскими. Помимо игры мы создаем истории, погружаем участников в атмосферу какой-то интересной темы, обсуждаем ее. Каждый находит на турнире «Шарпей» то, что ему, может быть, не хватает в повседневной жизни. И этому способствует, наверное, еще наши правила. Все без напряжения. Приглашаю всех любителей игры к нам в гости. Итоги 16-й встречи. Трудная, но достойная победа возвратившихся в бильярдную семью после затяжного перерыва команды «Вымпелком» в финале над совсем необыкновенной командой новичков «Бизнес-Юга».